В Инте прошел масштабный спортивный праздник – республиканский турнир по вольной борьбе памяти Николая Лунина, первого почетного гражданина Инты, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Эти соревнования традиционные в нашем городе. Они проводятся в Приполярье на протяжении порядка 25 лет и всегда собирают огромное число участников и просто любителей единоборств. В этом году в турнире приняли участие 168 сильнейших спортсменов из разных городов и районов Республики Коми и Ленинградской области. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография», инициированного президентом России. Сегодня Инта показывает хорошие результаты по вольной борьбе, и они приезжают бороться к нам в Сыктывкар на наши ковры. Но я хочу сказать, что эти соревнования, они именно хороши тем, что они памяти Лунина, да. И сегодня о переименовании их, пожалуйста, ходатайствуйте, мы переименуем эти соревнования. Но я сегодня хочу сказать, что республиканские турниры – это там ступень, которая дает нашим деткам как раз-то и отобраться и на первенство России, чемпионат России, Северо-Западный федеральный округ. И то, что сегодня в Инте, обратите внимание, собрались не только наш республиканский турнир, да, не только детки с нашего региона, но и приехали дети из других регионов, это говорит о том, что турнир уже известен далеко за пределами Республики Коми. Поэтому я еще раз подчеркну, очень важно, что такие турниры проходят и в моногородах. Мы сегодня с вами показываем именно то, что спорт развивается не только в Сыктывкаре большими шагами идет, а именно на всей территории Республики Коми. Мы приехали с Ленинградской области, город Ломоносов, привезли 5 человек. Ну, первый раз, если честно, в этом городе Инты, а так в республике я бываю, в Сыктывкаре только. А здесь, на самом деле, первый раз. Приняли очень уютно, мы рады, мы довольны. Тренировки начали с сентября практически. Это вторые соревнования. У нас было первенство Ленинградской области недавно. Вот после этого мы выехали посмотреть дальше в республиканские соревнования, как дальше они покажут. Потом дальше будем готовиться на Северо-Западный федеральный округ. 14 октября состоялось торжественное открытие турнира. Перед началом поединков всех участников поприветствовали почетные гости соревнований. Спортсменам пожелали продемонстрировать красивые приемы и успешных схваток на ковре. Несколько интинцев были представлены к высоким наградам. Знаком отличия за заслуги в развитии физической культуры и спорта отмечена начальник отдела спорта городской администрации Ольга Юкса. Также были вручены грамоты и благодарности Министерства физкультуры и спорта Республики Коми сотрудникам спортивных школ «Юность» и «Интинская». За вклад в развитие физкультуры и пропаганду здорового образа жизни отмечены предприниматель Владимир Воронин и глава округа Владимир Киселев. Уважаемые спортсмены, организаторы, тренеры, судьи, уважаемые родители, от имени главы Республики Коми Владимира Викторовича Ульпа, правительства Республики Коми и себя лично, позвольте поприветствовать каждого из вас на республиканском турнире по вольной борьбе. Очень приятно, что именно сегодня Инта по праву занимает первое место в нашем девизе «Спорт. Норма жизни», собрав столько участников не только из Республики Коми, но и из наших других регионов. Дорогие друзья, уважаемые спортсмены, я желаю вам сегодня упорной борьбы. Уважаемые болельщики, не жалейте своих ладошек. Уважаемые судьи, будьте беспристрастны. А также я хочу сказать огромное спасибо всем организаторам нашей федерации региональной, которая поддерживает спортивную борьбу, вольную борьбу в Республике Коми. И тем самым мы устраиваем такие турниры не только в городе Сыктывкаре. Друзья, спорт – норма жизни. Любите спорт, занимайтесь спортом и не те процветания. Более 25 лет мы проводим турнир нашего интинца, одного из первых шахтостроителей, почетного гражданина города Инты, Лунина Николая. Я хочу пожелать всем вам красивой борьбы и ярких побед. Всем удачи! На сегодняшний турнир приехал больше 10 районов, городов из Российской Федерации, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ярославль, Чебоксары. Этот турнир, надеюсь, будет очень красочным, зрелищным. Приехали сильнейшие команды с представителями. Турнир набирает обороты. В прошлом году и в прошлых годах он был республиканский.
сейчас, можно сказать, республиканский открытый турнир. Количество участников около 200 человек. Это вообще грандиозное событие. Впервые в моей памяти в истории борьбы города Инта приехал даже министр спорта. Это вообще нонсенс. Плюс приехал чемпион мира среди ветеранов, чемпион России по ветеранам Евгений Лисица и многие другие почетные гости. Приехали сюда по приглашению наших друзей, интинцев, борцов. Приехали на этот турнир, он уже проводится много-много лет. Я там не знаю, лет, наверное, 20, не меньше. Вот. Привезли большую команду, весь Сыктывкар практически здесь. Насколько я знаю, еще есть ребята и из Усинска, из Ухты, из Печоры, там, со всех наших регионов. Вся борьба вольная, и Республика Коми вся здесь. Помимо этого приехали еще Ленинградская область, да, насколько я знаю, Чебоксары, еще какие-то города. Всех не назовешь, да. Все здорово. Турнир очень большой, намечается, людей очень много, детей, вот вы сами видите, да, просто толпа. А организация, ну, замечательная, на первый взгляд, мы только приехали, да, нас встретили, разместили, сопроводили, накормили уже, все здорово, сегодня все здорово. Год назад мы проводили подобный турнир, и тогда уже договорились, что будем расширять, увеличивать число участников, и пригласили не только команды из Республики Коми, но и из других регионов. Мы видим, что наше приглашение приняли, приехали, за это им огромное спасибо, и привезли спортсменов, которые уже имеют какие-то звания, которые выигрывают. Поэтому мы видим, что с самого начала схватки захватывающие и интерес у всех. Поединки проходили на 2 борцовских коврах одновременно. Открывали соревнования самые юные спортсмены весовой категории 30 килограммов. Несмотря на возраст, начинающие борцы демонстрировали силу характера и волю к победе. С завидным упорством они старались одержать верх друг над другом. Спорт – это всегда здорово, тем более таких масштабов. Для города это вообще значимое событие. И, насколько я вижу, это очень принято с воодушевлением, все рады этому. Ну, спорт вообще тренирует тело и дух. Минута осталась. Контратака. Висей. После сладких приготовленных лимонов Ручку правее! И давай голову! В республиканском турнире по вольной борьбе приняли участие 13 команд. Юноши и девушки 2012-2007 годов рождения мечтали дойти до финала и стать победителями. В этом турнире от Инты выступает 23 участника, то есть все 23 у нас имеют разряды, 4 кандидата в мастера спорта будут бороться в нашем составе. То есть ребята, в принципе, все достойные. Очень сильные ребята из Чебоксар, из Ленобласти, Санкт-Петербурга. Это всегда достойные, сильные соперники.
С некоторыми мы встречались даже, некоторых выигрывали. Поэтому, то есть, уровень тут, я скажу, то есть, в каждой команде все привезли сильнейших своих борцов. То есть, очень все будут достойные, сильные схватки. То есть, проходных схваток не будет. Вольная борьба развивается очень сильно, семимильными шагами, можно сказать, в основном за счет энтузиастов. То есть у нас много, скажем, ребят, которые вот по местам, там в Ухте сейчас, да, снова возобновилась, открылась там Печора, Воркута, все наши города в республике, и там села, Визинга у нас есть, там Кожва у нас есть, да. За счет энтузиазма тренеров, то есть мы хотим, нам очень хочется, мы собираемся, у нас дружная команда вольников. И за счет этого, за счет личных каких-то качеств развивается вольная борьба. Я занимаюсь очень давно, уже там с 10 лет, то есть 45 лет я занимаюсь борьбой, как-то сказал тут, даже сам удивился. Я не тренер, но у меня 2 сына борются, один сегодня здесь, второй уже старше. Я все время в зале, я все время с ними, то есть, скажем так, личный тренер. Конечно, есть и новички, и ребята, которые по 3-4 года уже занимаются. У нас несколько команд: Эжва, Вильгард, Сыктывкар. В Сыктывкаре даже несколько команд. То есть я даже не назову. Человек 50-60, наверное, приехали здесь. Все гостиницы у вас заняли в городе. Где кто разместился, не знаю. Ну, в общем, все здорово. Все здесь. Все, кто был, все здесь. Схватки на ковре выдались зрелищными и захватывающими. Остроту и напряженность в поединках поддерживали тренеры и болельщики. Если говорить о уровне, вольная борьба уже опережает другие виды спорта, причем семимильными шагами. И это благодаря тому, что именно главы своих городов и республиканская федерация, федерации на местном уровне, взявшись за руки, ведут спортивную борьбу к пьедесталу. Это видна ежедневная трудолюбивая работа и тренеров, и детей, и родителей. Я еще раз подчеркну, только вместе взявшись за руки, сегодня вольная борьба занимает достаточно неплохое место. Ну, места мы будем подводить с вами в конце года, но сегодня они уже наступают на пятки и другим видам спорта. Юные борцы показали высокий уровень мастерства на ковре и порадовали любителей этого вида спорта захватывающими и динамичными поединками. Спортсмены и зрители с удовольствием провели выходные дни.
На которую приглашается весовая категория до 57 килограммов. Руки ярко капитан Попов Евгений, Печорка. Ежегодно команда Александра Круглова. После этого команда приготовится. Первый Лев Печорок. Впервые в Республику Коми приехали юные спортсмены из города Тихвин Ленинградской области. Состав команды, представляющей спортивную школу «Богатырь», небольшой, но все дети настроены на победу. С нашей школы мы привезли 3 ребят, очень неплохого уровня, много призеров на Ленинградской области. Детки у нас всегда выезжают, выступают. Девочку привезли, первый раз она выехала так далеко от дома. Вот, и надеемся, что выступим хорошо. У нас мальчики 48 килограмм, Артем 2008 года, Максим Германов у нас 60 килограмм заявлен, и девочка Анастасия Кашубина заявлена 50 килограмм. Вот, так что надеемся, что хорошо выступим. Нас встретили очень хорошо, проживание отличное, у нас город замечательный. Очень хорошо организовали ваши соревнования на хорошем уровне. Посмотрела ваши уже призы, шикарные. Так что надеюсь, что будем очень довольны. Дети покажут наш свой результат. Я приехала из Тихвина, Ленинградская область, и занимаюсь давно, 7 лет, считай. Мне понравилась борьба, много куда ездила. Соперники сильные некоторые не такие. Мне понравилось ИНТА, красивый город, гуляли по нему и готовилась к соревнованиям еще вчера, гоняла вес. Анастасия Кашубина из Ленинградской области встретилась на ковре с соперницей из Кожвы Вероникой Малета. Обе девочки занимаются под руководством своих родителей, тренеров. Девушки выступали в весовой категории 50 килограммов. Недавно занимаюсь вольной борьбой. Выбрала. Почему? Понравилось. Сходила в 1 классе, и мне понравилось, и начала ходить. Была в Архангельске, в Сыктывкаре, и была в ИНТе, это 2-й раз. Несколько раз в Сыктывкаре и в Санкт-Петербурге. Каждый спортсмен мечтал завоевать звание сильнейшего борца республиканского турнира. Все мальчишки и девчонки, как могли, боролись за золотые медали. Готовится борцам. Давай.
Поединки проходили более чем эмоционально. Участники отдавали все силы борьбе, а команды самоотверженно болели за своих коллег. Различные приемы и хладнокровные перевороты сопровождали весь турнир. Интинский борец Артем Масалев свою первую схватку провел с соперником немного слабее его. Местный спортсмен уже достаточно опытный, в его копилке много наград различного уровня. Юноша имеет звание кандидата в мастера спорта. Соперник был неопытный. Скорее всего, только вот недавно пришел в зал, начал заниматься. То есть ему не хватало физической силы, техники, ну и скорее всего, опыта на ковре, то есть мало соревнований отъездил. Я занимаюсь 5 лет, вот, каждый день хожу в зал, занимаюсь, вот. Много соревнований уже отъездили. Какое у тебя звание? Кандидат в мастера спорта. Следом на соседний ковер вышел брат Артема. Максим Масалев занимается вольной борьбой 6-й год. Мальчик имеет 2-й взрослый разряд. Победить приезжего соперника Максиму было непросто. Спортсмены боролись практически на равных. Но местному борцу удалось сконцентрироваться и выиграть схватку. Схватка прошла довольно сложно. Я когда начал бороться сначала, потому что первая схватка тяжело сначала бороться, пропустил ноги, но он не зашел мне за спину. Потом тренер сказал, не пропускай ноги, входим. Я ему вошел, собрал и начал катить. Вот. У меня дыхалка, первая схватка пока тяжело, дальше посмотрим. Экстрим, вот это все такое, то, что идет вся группа, сила идет на вся группа мышц, то, что все напрягается. Вот. Например, в хоккее там только ноги напрягаются, а тут все. Здесь руки, спина, всякое такое. Республиканский турнир стал большим спортивным праздником для всех. И для самих участников соревнований, и для многочисленных зрителей и поклонников этого красивого и мужественного вида спорта. В первый соревновательный день на 2 борцовских коврах было проведено 143 схватки. У меня в этом году Талибов Наврузбек боролся на первенстве России, был 2-м на Северо-Западном федеральном округе. Довольно так неплохо отборолся на России, проиграл, но выступил достойно. А готовились мы к сезону. У нас август месяц мы проводили сбор в Кабардинке на море. Весь основной состав там присутствовал. Из 18 человек у нас команда была. Плюс по приезду у нас было 2 выезда в Москву. Одна была первенство России. Алексеев Андрей участвовал, попал в 20-ку сильнейших борцов из 40 человек. Каждый день к турниру готовились. Утром тренировка, вечером тренировка. Готовились, хотим удачно выступить на нашем турнире. Зачем ты отдаешь? Вытяни!
этом году из Усинска приехала команда в составе 24 борцов. Практически все ребята вышли в финал. У нас состав хороший, все опытные, все ехали на соревнования. Вот. Уже провели несколько схваток, Да. успешно? Все успешные, все выигрышные. В финале боремся сегодня. Все соперники были сильные. Первую я проиграл, к сожалению. Две остальные выиграл. Ну так, хорошо отборолся, думаю. Тренер рад. Я провел 3 схватки, а он 3. И сегодня в финале будем бороться вместе. Мы приехали из Усинска. Все были сложные соперники. Из Ухты в этом году на соревнования приехали 8 борцов. Половина команды – воспитанники детского дома. У мальчишек пока небольшой спортивный опыт, но они стараются и были очень рады принять участие в выездных соревнованиях. Приехали не сильно большим составом, 9 человек должно быть, 1 заболел. 8 из них добралось до соревнований, 4 ребенка у нас из детского дома, номер 2. Занимаемся именно интернатские дети мои, занимаются 2-й год в борьбе. А так, турнир, в общем, хороший, все понравилось, соревнования сильные, призовые места есть, все нормально. Меня зовут Матвей, мне 11 лет, я боролся 2 схватки, проиграл. Я не расстроен, буду готовиться. Приезжие спортсмены и их тренеры отметили достойный уровень проведения соревнований. За 2 дня на интинских коврах борцы провели много красивых и захватывающих поединков. В каждой возрастной и весовой категориях определился сильнейший. После каждой удачной атаки борцов болельщики и зрители в зале буквально взрывались овациями. Сегодня 2-й день соревнований нашего республиканского турнира. Готовились к нему заранее, очень долго, начиная уже с марта, с апреля этого года. Вели подготовительную работу с командами, с теми, кого планируем пригласить не только из Республики Коми, но и из субъектов Российской Федерации. Спасибо большое, что они нашли время, возможность в своем тоже плотном спортивном графике приехали, поддержали наш турнир. 168 борцов, 13 команд. Это, конечно, говорит о том уровне соревнований, к которому мы, в общем-то, и готовились, к чему шли и настраивали сами себя, что работа будет подготовительная, серьезная, но все это сделано для того, чтобы вывести наш турнир, скажем так, на новый уровень, потому что впервые за всю историю этих соревнований у нас присутствует сам министр физической культуры и спорта Наталья Викторовна Карина. Очень приятно, что она приехала поддержать всех спортсменов, тренеров. И, в общем-то, в следующем году мы планируем также продолжить работу и придать этому турниру еще больший масштаб.
Провел я 4 схватки, выиграл 3. В полуфинале проиграл Леной области, 8-3 счет. Соперники, да, были достойные, сильные. Я доволен своим выходом. Моя задача была выйти, показать, что умею, и уйти. Я хотел, чтобы занять первое место, чтобы своему отцу победу посвятить. Вот. И, немножко не повезло, в следующий раз повезет. Это были 4-е сейчас, а так были 3 халявные первые места, сейчас было побороться. Сначала вчера было тяжело, а сейчас как-то более-менее легче. И папа записал, примерно год занимаюсь. На ковре борцы в весовой категории 80 килограммов. Интинец Андрей Алексеев в красном трико, Александр Соловьев из города Ломоносов Ленинградской области в синем. Интинец Андрей Алексеев – один из самых титулованных спортсменов Приполярья. Парень занимается вольной борьбой 6-й год под руководством тренера Владимира Каплунова. У юноши большой опыт. Он неоднократно выступал на соревнованиях России и Северо-Западного федерального округа. Имеет звание кандидата в мастера спорта. Приезжий борец на год младше своего соперника, имеет первый юношеский разряд.
схватка была тяжелая довольно-таки. Парень сильный достался. И вначале я сам оплошался, но потом, слушая тренера, привел себя к победе. Ну, ошибок у него было довольно-таки много. Ну, у меня тоже. Всего было 2 схватки, ну, финальная и за выход в финал. Первая схватка была довольно-таки легкая. Я, за 2 действия выиграл соперника и прошел в финал. Должна была быть 3-я схватка, но парень снялся по болезни. Схватку выиграл Талимов на брусе. Город Инта стал победителем данного турнира. Схватки было 4 за все соревнования. Первая схватка была довольно легкой. Вторая выиграл уверенно, но было очень сложно. Я 9 лет занимаюсь вольной борьбой, первый взрослый разряд. В этой тяжелой схватке победу от души держал Асадов Максим, город Инта. И Владимир Табунов. 5 баллов. Чистую победу красивым броском одержал. Я провел всего 4 схватки, со всеми было тяжело бороться, все хорошо себя показали и все молодцы. Завершился республиканский турнир по вольной борьбе торжественной церемонией награждения. Победителям и призерам соревнований вручили медали с грамотами. Отдельно отметили спортсменов за проявленные ими личные качества в номинациях. За волю к победе награжден Муса Рамазанов из Ухты, за лучшую технику Яков Худи из Инты. Самый красивый бросок, по мнению судей, показал сыктывкарский борец Ян Пучкин. Лучшим тренером признан Владимир Каплунов из Инты. Лучшим судьей Эдуард Слесаренко, город Сыктывкар. Также вручили нескольким юным борцам специальные призы и призы зрительских симпатий. Почетные гости и спонсоры преподнесли отделению вольной борьбы спортивной школы «Юность» ценные подарки. От завода карбидов и ферросплавов, страховой компании, Федерации спортивной борьбы Республики Коми, индивидуального предпринимателя переданы денежные сертификаты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для интинских борцов.